«Кто ты, Анастасия?» Теплоход поджидал меня в Сургуте. Капитан и команда ждали распоряжений, но я не мог никак сосредоточиться, чтобы определиться с дальнейшим маршрутом, и дал распоряжение продлить стоянку в Сургуте, проводить вечера отдыха для местного населения, обеспечить работу выставки товаров народного потребления и услуг. Мои мысли занимали события, связанные с Анастасией. Я покупал в магазине множество научно-популярной литературы, книг о необычных явлениях и способностях людей истории Сибирского края. Я запирался в каюте, пытаясь найти в книгах объяснение. Среди прочего, меня интересовало и то, могло ли действительно родиться в Анастасии чувство любви из-за того, что она, стараясь помочь деревенской девушке, крикнула: «Я люблю тебя, Владимир!» Почему простые слова, которые произносим мы, зачастую не вкладывая в них достаточно достойного чувства, воздействовали на Анастасию, вопреки нашей разнице в возрасте, вопреки разнице во взглядах на жизнь и в образе жизни? Научно-популярная литература ответов не давала. Тогда я взял Библию, и вот он, ответ. В самом начале святого благовествования от Иоанна говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В который раз поразило меня, сколь лаконичны, точны определения этой удивительной книги. Для меня сразу многое прояснилось. Анастасия, не знающая лукавства и обмана, не может произносить слова просто так. Я вспомнил ее фразу. Я словно забыла в тот момент, что не могу произносить слова так просто. За ними обязательно должно быть чувство, осознанность или достоверность природной информации. О Боже, как же не повезло ей! Зачем адресовала эти слова мне, уже не молодому, имеющему семью, подверженному многим соблазнам нашего мира? Как она сама говорила, пагубным и темным. Со своей внутренней чистотой она достойна совершенно другого. Но кто же может полюбить ее с таким необычным образом жизни, складом ума и интеллектом? С первого взгляда она предстает обычной, только необычайно красивой и влекущей к себе девушкой. Но потом, когда начинаешь общаться, она словно превращается в некое существо, живущее за пределами разумного. Возможно, такие ощущения возникали у меня, не имеющего достаточно знаний, понимания сути нашего бытия. Другие могли бы воспринимать ее иначе. Я вспомнил, что даже на прощание у меня не возникло желания поцеловать или обнять ее. Неизвестно, хотела ли она этого, да и что вообще хотела она. Я вспомнил, как рассказывала она о своих мечтаниях, какая странная философия ее любви организовать сообщество предпринимателей, чтобы помочь им написать книгу с ее советами людям,
перенести людей через отрезок времени темных сил. И она верит, убеждена, что все так и получится. Да и я хорош, дал слово ей, что попробую организовать сообщество предпринимателей и книгу написать. Теперь она еще больше, наверное, об этом размечтается. Придумала бы что-нибудь попроще, пореальнее. Какая-то непонятная жалость возникла во мне к Анастасии. Я представил, как она в своем лесу будет ждать и мечтать, что так все наяву и случится. Хорошо, если будет просто ждать, просто мечтать. Она еще, с чего доброго, и сама начнет предпринимать какие-то попытки и направлять свой лучик доброты, тратить колоссальную энергию своей души и верить в невозможное. И хотя она демонстрировала мне возможности своего лучика, пыталась объяснить его механизм, сознание не воспринимало его как реальность. Судите сами. По ее словам, она направляет свой лучик на человека, освещает его невидимым светом, дарит ему свои чувства, стремление к доброму, светлому. Нет, только не подумай, что я вмешиваюсь в психику, насилую душу и разум. Человек волен брать или отторгать в таком количестве, насколько они ему нравятся, близки по душе, сколько сможет вместить в себя этих чувств. Тогда он и внешне светлее становится, и болезни ваши от него отступают, частично или полностью. Так могут делать мои дедушка и прадедушка, и я это всегда могла. Меня прадедушка научил, когда играл со мной в детстве. Но теперь мой лучик стал во много раз сильнее, чем у дедушки и прадедушки. Потому, говорят они, что во мне родилось это необычное чувство, которое называется любовь. Оно яркое-яркое, даже жгучее немножко. Его так много, и хочется дарить его. «Кому, Анастасия?» – спрашивал я. «Тебе и людям, всем, кто может принять. Хочется, чтобы всем хорошо было. Когда ты начнешь делать то, о чем я мечтала, я приведу к тебе многих из этих людей, и вы вместе». Вспоминая все это, представляя ее, я вдруг понял, что не смогу, по крайней мере, не смогу не попробовать выполнить то, что хотела она. Иначе всю оставшуюся жизнь будут мучить меня сомнения, и останется ощущение предательства по отношению к мечте Анастасии, пусть не очень реальной, но так страстно желаемой ею. Я вынес для себя решение, и теплоход прямым ходом пошел к Новосибирску. Его разгрузку и демонтаж выставочного оборудования я поручил исполнительному директору своей фирмы. Кое-как объяснился с женой и уехал в Москву. Уехал, чтобы воплотить в реальность или, по крайней мере, хотя бы попытаться воплотить в реальность мечту Анастасии.